Уважаемые журналисты, добрый день, уважаемые гости, уважаемые коллеги, руководители силовых ведомств, представители средств массовой информации, дорогие друзья. Искренне благодарю всех, кто откликнулся на наше приглашение и собрался сегодня здесь, в стенах нашего дома, который мы намерены обживать не без вашего участия. Прежде всего хочу выразить особую благодарность руководству силовых ведомств за доверие, поддержку и активное участие в создании ассоциации. Ваша мудрость и опыт и профессиональные знания стали фундаментом для этого важного шага. Сегодня мы, учредители Ассоциации силовых ведомств, рады приветствовать нашу организацию общественности, представить республики. Мы расскажем о наших целях, перспективах и ключевых задачах, а также о том, какую пользу, на наш взгляд, может принести в стране функционирование ассоциации. Созданная нами общественная организация Ассоциация силовых ведомств – это союз, объединяющий профессионалов из Министерства обороны, Службы государственной безопасности, Государственной службы охраны, Министерства внутренних дел и Министерства по чрезвычайным ситуациям. Это не формальность, а стратегический ответ на вызовы времени. В последнее время мы наблюдаем тенденции, которые порой необоснованно подрывает авторитет тех, кто стоит на страже правопорядка и безопасности. Но история Абхазии – это также история подвига наших силовиков, одних из первых участников национально-освободительного движения Абхазии, и очень много сотрудников силовых ведомств сложили свои головы. Как во время нашей войны, так и в послевоенные годы, исключительно ради одной цели – свободы, независимости, безопасности нашей Родины. И в этой связи необходимо отметить, что основной и главной нашей миссией является восстановление полного доверия к силовым структурам, органам обеспечения безопасности Абхазии и роста авторитета людей в погонах, стоящих на страже завоевания всего нашего многонационального народа. Мы уверены в своих силах и будем всегда готовы применить все свои знания и профессиональный опыт на благо интересов наших граждан, всей нашей страны. Для достижения уставной цели организации решает следующие основные задачи. Организации взаимодействия с органами государственной власти, формирование в обществе уважения к закону, правопорядку, повышение правовой культуры населения, совершенствование общего и профессионального юридического образования граждан, содействие повышения в общественном сознании престижа работы в правоохранительных органах, органах государственной безопасности и иных специальных служб. Проведение курсов для молодежи, включающих основы тактики, стрельбы, первой медицинской помощи и выживания в экстремальных условиях. Организация летних лагерей для молодежи с программами по патриотическому воспитанию и физической подготовке. Проведение спортивных соревнований военно-прикладным видом спорта для повышения интереса в службе в армии. Внедрение новых программ начальной военной подготовки в школьные и университетские курсы. Проведение тренингов пожарной безопасности, включая практические занятия. Организация дней открытых дверей в пожарных частях с экскурсиями и демонстрациями работы пожарных. Организация памятных мероприятий, встреч ветеранов, выставок и конференций, посвященных их службе. Привлечение волонтеров для участия в мероприятиях, создание молодежных отрядов для активного участия в проектах, создание веб-сайта и социальных сетей организаций для распространения информации о мероприятиях, новостях и образовательных материалах. Мы уверены, что наша работа будет способствовать укреплению правопорядка, повышению юридической грамотности граждан и обеспечению безопасности для жителей и гостей Абхазии. Каждый из нас имеет значительный опыт работы в силовых структурах, и мы считаем своим долгом применить накопленные знания в рамках нашей ассоциации, используя эффективные инструменты. Ассоциация силовых ведомств является общественной организацией и не преследует никаких политических целей. Тем не менее, мы заявляем о готовности поддержать и оказать профессиональное содействие в деле укрепления государственности и обеспечения стабильности в Абхазии. Интересы страны и граждан всегда будут для нас в приоритете, и мы открыты к диалогу, направленному на укрепление безопасности в нашей стране.
Нами уже создан телеграм-канал, где в режиме 24/7 всегда можно... Хочу поприветствовать всех. Поздравляю вас с открытием организации. Насколько мне известно, председатель организации уже выбран. Я знаю этого человека давно уже, с огромным опытом работы в силовых структурах. И все члены организации с опытом работы силовых структур. Я надеюсь, что данная организация будет объяснять и разъяснять в первую очередь молодым людям, кто такой милиционер, кто такой сотрудник МЧС, кто такой сотрудник спецслужб, объяснять, какие функциональные задачи у них, что они стоят на страже закона и порядка, что это не люди, к которым нужно относиться негативно, это люди, которым нужно помогать, потому что без помощи общества сотрудники силовых структур не справятся. Мы тоже замечаем негативную тенденцию в том, что не нравятся какие-то те или иные принимаемые решения и касаемо борьбы с преступностью, касаемо борьбы с ДТП на дорогах, пьяных людей за рулем. Поэтому если вы обширно будете проводить тренинги и будете объяснять людям, то, что это только на благо идет и идет на благо того, что сохранилось наше общество и молодое поколение, это большой будет успех. Что касается нас, руководителей силовых структур, мы поддерживаем данную инициативу. Мы будем прилагать все усилия о том, чтобы развивалась данная структура. Сообща будем с вами работать. И данная организация, она необходима. И я очень рад, что сюда вошли все силовые структуры. Мы в недавнем прошлом помним, что похожая организация была создана мошенниками. И это наша вина, потому что мы долго тянули с открытием данной организации, таких проблем не было. И я надеюсь, что весь ваш опыт будет направлен на то, чтобы только улучшить и общественное мнение по поводу силовых структур, и в самих силовых структурах подготовка молодого поколения, которое в дальнейшем будет работать в данных структурах. Еще раз поздравляю вас, готовы сотрудничать. Представители службы, которые я возглавляю, здесь находятся, опытные ребята. Желаю вам успехов и удачи. Создание данной организации – это очень важная составляющая, потому как нам всем необходима поддержка в том числе и со стороны молодежи. Молодежь сегодня нужно правильно воспитывать. В действительности все то, что происходило, наверное, при Союзе, как работали с молодежью, и сегодня отсутствие, в том числе соответствующих лагерей, различных кружков, различных занятий на должном уровне, так сказать, в школьных заведениях, наверное, приводит все-таки наше общество в то состояние, в котором мы сегодня пребываем. Необходимо поднимать, конечно, имидж силовых структур в первую очередь. И если мы будем воспитывать здоровое поколение, это нам обязательно удастся сделать. Наши дети должны понимать, что действительно все силовики, в целом взятые, да, вот каждый по своему направлению, занимаются защитой своих граждан, интересов государства. То есть и в целом это нужно закладывать. Закладывать для того, чтобы наших детей вывести из улицы, правильно поставить на правильное, так скажем, русло, которое даст им в дальнейшем также развиваться и помогать развивать нашему государству. То есть, соответственно, я считаю, что те цели и задачи, которые сегодня обозначили, мы были здесь с вами, они очень важны. Мы, в свою очередь, всецело будем их поддерживать. По данному вопросу мы уже предварительно обсуждали, какие с нашей стороны нужны будут действия. Во-первых, это, наверное же, конечно же, обмен определенным опытом, знаниями со стороны наших опытных сотрудников, которые будут заниматься с нашими детьми. Ну и, соответственно, я считаю, что данная организация еще и даст возможность нам всем взаимодействовать как-то с какой-то определенной независимой площадки, которая, знаете, как не будет нас к чему-то принуждать, но при этом мы будем взаимодействовать, информацией обмениваться. Ну и я считаю немаловажным, что, я думаю, эта площадка послужит хорошим, скажем так, информационным обеспечением деятельности всех силовиков, в том числе хорошей, так скажем, рекламой для службы в армии, в первую очередь, и приобщение нашей молодежи к
к защите своей родины, ее интересов. Конечно, были более тяжелые времена, когда сложно было все это создавать, а сейчас на этом этапе это просто необходимо. Работа с молодежью, работа со школами, создание, хотя это не так просто, колледжев, армейская подготовка, знание, элементарное знание правила поведения в случае чрезвычайных ситуаций, поведение на воде, в горах. Все это имеет огромное значение, потому что наша республика и расположение нашей страны, вы понимаете, настолько интересно для отдыхающих. Здесь очень много направлений, которым надо готовить молодежь. Сегодня мы слышим там, что молодой человек в возрасте 15 лет там спас женщину, ребенка где-то. Это вот сами молодежь настроены на это. А с помощью этой организации, если мы все объединим свои силы, возможности, я думаю, что это будет играть большую роль в абхазском обществе. Поэтому желаю вам успехов. Мы готовы быть рядом, поддержать, помочь.